Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ey selam. Сосед, не хочешь сходить в город за дровами? Ты что ты, я еще жатву не закончил. Арзы! Мой подпасок что-то приболел. И мне надо бы, сынок, до вечера отлучиться на пристань. Понятно, Закир-ага, русский пароход придет. Да, я обещал помочь русским. Правду сказать, надо мне подработать. Мула Челды платят такие гроши, что на них не протянешь. Я посмотрю за вашей отарой. Спасибо. Не беспокойтесь. Эй! Арзы, держи его! Сейчас поймаем. Ну догоняй, догоняй! Ага, попался. Ну что же ты, дурачок? Надеть ему мои бусы? Надень.
Смотри, глупышка, не потеряй. Не уходи, я боюсь! Не бойся, я скоро вернусь! Очень испугалась? Боялась, что с тобой. В горах был камнепад. Из вашей отары погибло 8 баранов. А что делал Чабан Закир? Этот дармоед еще утром подался на пристань, к русским. А отару оставил мальчишке, сыну Хакима. А тому сопляку не до ваших баранов, когда дочь Ишали рядом. Ослеп, что ли, этот Ишали? Этот негодяй за все мне ответит. Сюда его, сейчас же. Волею Всевышнего, уважаемый мулла Лупула, приступайте к делу. Мусульмане, согласно толкованию священного шариата, 8 баранов, которые принадлежали нашему почтенному мулле, это не обычный скот, что ходит в других отарах. Это доля Всевышнего Господа. Знаешь ли ты, Закир Чабан, что ты совершил двойной грех? Ты бросил святое дело Аллаха и пошел служить к неверным? Неверные попирают веру наших отцов и дедов. Истинно так, мулла Лупула. Именем милостивого Аллаха тебе, Закир Чабан, надлежит до наступления полнолуния возместить мулле Ачилды стоимость 8 баранов. Живым товаром или деньгами в сумме, которую назначит святой мулла Ачилды. Мудро вы рассудили, мулла. Как это вы сказали? Стадо муллы Ачилды – это доля Всевышнего Господа. В священном Коране все сказано. Только надо уметь читать. Четырех наших овец отведешь мулле Ачилды. Пусть ими подавится. Остальных подождет. Чем детей прокормишь? В город пойду. Руки-ноги есть, проживем. Пошли, доченька. Проводишь меня. Не разводите соленое море. Может, вернусь на той неделе.
Доченька, сходи к матери, она ждет. Что-то хочет тебе сказать. Доченька, Ингыл моя ненаглядная, садись свой лучший узор ткать. Твоя пора пришла. Кто он? Мама? Не спрашивай. Мне тоже пришлось выходить замуж, не зная, в чей дом иду. Так предписано шариатом. Оказалось, что меня обещали твоему отцу. Он дал колым, как положено по шариату. И вот, слава Аллаху, на судьбу не жалуюсь. А мулла Лупула слывет святым человеком. Его для нас, грешных, Аллах послал на землю. Мама, не губите меня, мама. Мы с Арзы, мы любим друг друга. Замолчи, бесстыжая. Если про это отец услышит, язык вырвет. Да еще к тому же Арзы из другого племени. Я буду молиться за тебя. Не печалься, доченька. Не плачь, все в руках Аллаха. Янгыл-джан, наверное, Аллах услышал мое желание. Мы же не договаривались встретиться. Аллах против нас. Он внушил моему отцу. Что с тобой? Замуж меня выдают. За муллу Лупулу. Как же я без тебя, Янгыл? Скажи, как же быть? Мне без тебя нельзя жить. Янгыл. Я люблю тебя, мой Арзы. Тебя только одного люблю. И всегда буду любить. Неужели нас заставят разлучиться? Ты будешь моя, Янгыл. Мне нельзя. Мне нельзя жить на свете без тебя. Ты принадлежишь только мне. Мы с тобой не расстанемся. Эй, люди! Слушайте, люди! Базар ТП большая свадьба! Благочестивый мулла Лупула решил взять в жены дочь шалегов! Эй, слушайте, люди! Базар ТП большая свадьба! Быстрее, джигиты! К приезду невесты все должно быть готово. А ты поживее.
Пусти меня. Пустите. Сынок, не надо, умоляю. Отдай мне нож. Отец. Наверное, жить на свете надоело тебе. Стой! Остановись! Убирайся сюда! Янгил! Ты с ума Янгил! сошел? Надоело! Янгил! Закрой лицо! Закрой лицо, бесстыжие! Янгилджан! Он нас опозорил! Люди, уберите этого негодяя прочь! Скорее помоги, Самарчик, вы! С дороги, сейчас я этого щенка! Янгилджан, у меня только ты одна! Янгилджан! Что говоришь? Ты что, хочешь, чтобы свадьба превратилась в похороны, а? Скорее, папа, арзы избивают! Пожалейте парня, люди добрые. Загубят они Сынок его. мой. Искалечили мальчишку. Тащи отсюда щенка. Забирай, слышишь? Да поскорее. Дай завести. Отстань, еще тебя не хватало. Поехали. Сыночек. Отец, ты видел, что он затеял? Молодец, сын, не уронил нашего достоинства. Счастья тебе! Заходи, невестушка. Час грузите! Здравствуй, Закирага. Пришел. Рад тебя видеть, Арзы. Как ты поживаешь? Ну давайте его сюда. Катуйте его быстрее. А ты чего тут вертишься? Убери этот хлам отсюда. Ты подожди меня немного. И вы! Я сейчас. Погодите с вашим тюком. Дайте мешки спустить на берег. Хозяин Матвей, ко мне пришел земляк. Примешь его на работу? А он мешок поднимет? Конечно, хозяин. Вон тот, что ли? Да, вот тот. Хорошо, возьми его к себе. Спасибо, хозяин. Ну что вы там застряли, тащите живей. Арзы, ты хочешь заработать на разгрузке? Я спросил у хозяина, он согласен. Спасибо, Закирага. Прямо сейчас приступать? Ага. Причалим через 10 минут. Эй, поворачивайтесь, хлопцы. А, новенький, как тебя зовут? Арзы. А ну, подними этот мешок. Молодец. Здесь мы с тобой жить будем. Каюта называется.
Не так уж плохо, а? Я только о ней думаю. Не могу жить без Янгел. А что ты, юноша, думал о любви? Что значит любовь? Любовь — это костер, жгущий огнем, а не дым от этого костра. Арзы. На этот костер влюбленный должен взойти, если он жить не может без любви. Ты и ангел созданы для любви. Наверное, ей сейчас не легче, чем тебе. Эх, жизнь. Что ты там копаешься? Поживее, тварь безрукая. Если тебя дома не научили руками двигать, так и я тебя научу. Дармоедка. Я вам, матушка, не бессловесная, Янгел. И не тесто для чурека, чтобы мять, как захотите. Не прислуга я вам. Отойди, потаскуха. Ах ты, пропасть бездонная, все жрешь, никак нажраться не можешь. Чтоб тебе лопнуть, разленилась скотина однорогая совсем. Здравствуйте. Здравствуй. Сегодня пятница. Мать Янгел просит отпустить ее погостить. Отпущу, ладно. Только быстрее вернись, не забывай, что у тебя муж больной лежит. И я больная, и я тоже больная. Ой, Янгел, как я по тебе соскучилась. И я. Несчастная я, мама, стала. С того дня, как я в доме Лупулы. На душе камень, а в глазах слезы. Если есть на земле ад, то я в аду. Такая уж наша доля. Да, дочка. Женщина – раба своего мужа. Она должна исполнять его волю. Должна всегда ему подчиняться. И только тогда, доченька, как это написано в Коране, наступит счастье в ее доме. Ну почему Аллах не видит, как я несчастна? Нет, мама, не помогли твои молитвы. О чем ты говоришь? Не гневи Аллаха. Если он не захочет, ни один лист на землю не упадет. Погоди, доченька, скоро ты станешь матерью. У тебя появятся дети, и ты будешь все горести. Это ты! Ты
Ты убила его, ты! О, Аллах! Ты нечистый вошла в наш священный дом, и всемогущий наказал нас за это. Пусть уничтожит Аллах весь твой нечестивый род! Уйди, Будь ты проклята! не позорься перед людьми! Горе, горе нам, мои! А ну-ка, перестаньте слезы проливать. Хватит. Почтенный мулла, минуло 40 дней, как умер мой сын Лупула. Аллах внушил мне прийти к твоей мудрости. Не можешь ли ты, почтенный мулла Челды, помочь мне советом? Прошу, говори, Байрам Сопы. Что если Янгыл, вдову, отдать за моего старшего сына Хамзу, а? Он не имеет детей. Нельзя допустить, чтобы мой род иссяк. Хоть на старости лет Аллах смилостивится, и смогу я, наконец, увидеть внука. Хорошо ты решил. Я считаю, ты угодное Аллаху дело задумал. А за Янгыл вы тогда Калым отцу отдали? Конечно. Тогда, стало быть, она ваша собственность. В таком случае ты имеешь полное право выдать ее замуж за кого тебе захочется, Байрам Сопы. Так велит и шариат. Я знаю, зачем приходил мой свекор. Вы дали ему согласие, мулла Ага? Садись, Гелен. Байрам Сопы решил сделать очень доброе дело. Нет, мулла Ага. Я не желаю делить мягкое ложе мужа с другой женщиной. Мне стыдно об этом говорить, но и молчать нельзя. Все можно валить на бессловесную. А если это не я бесплодная, а сам Хамза болен, что тогда? Мулла Ага, я прошу вас, посмотрите меня, поврачуйте. Я очень вас прошу. Хорошо, Гелен, я тебя посмотрю. Ну как, мулла Ага?
Мне ясно все. Кажется, я знаю эту болезнь и могу тебя полечить. А как? Сначала надо снять платье. Ты понимаешь? Снять с себя все. Снять платье, ибо врачевание стыда не терпит. Я не пущу ее. Я скорее в камень превращусь, прежде чем эта потаскуха войдет в мой дом. Замолчи, бесстыжие. Так захотел Хамза, это его воля. Не пущу. Что ты, Хамза, на нее смотришь? Заткни ей глотку, пусть знает свое место. Молодец. Я прошу тебя, не ходи ты к ней. Может, Аллах пожалеет нас и пошлет нам, наконец, ребеночка. Убей меня, но не ходи к ней. Замолчи, дура. Ты же любишь меня, но неужели ты променяешь меня на проститутку? Знай свое место, кобылица бесплодная. Кто ты такая, чтобы здесь указывать? Если захочу, еще 10 жен возьму. На тебе! Я тебе покажу, кто здесь хозяин. Бей меня! Бей меня сколько хочешь, только не топчи нашу любовь! Янгел, открой! Янгел! Янгел! Янгел, милая, не открывай! Арзи, Закир, счастливо вам! Не забывайте нас! Спасибо, ребята. До встречи. До свидания. Жалко расставаться с вами, Закир. Свыклись. Хорошие вы люди. Будем вас ждать. Я думаю, Миша, скоро увидимся. Привет тебе. Счастливо. Как к родному брату. Счастливо. Счастливо. Пока. До свидания. Приехал. Здравствуй, брат. Не плачь, мать, лучше погляди. Сыночек мой. Как твой сын возмужал. Здравствуй, папа. Здравствуй, сынок. Смотри, совсем взрослый. Молодец он у меня, настоящий Ну, ты, мужчина. отец, не хвали его, так не сглазить бы. Сплюнь Да уж не скорее хвалите. лучше. Мать, брось держать его на пороге. А ну-ка, сынок, проходи. Иди, сынок, присядь. Алаяр, разведи огонь, чайку попьем. Садись. Сейчас. Ну, рассказывай, как ты жил без нас все это время. Как видишь, папа, жив и здоров. Алаяр. Постой. О, вот, оказывается, с чем ты приехал, сынок. Огонь в кармане носишь. У каждого русского в кармане такой огонь. Да что ты. Видно, эти русские богатый народ. Ведь это целое богатство, такая коробка. И у русских, папа, тоже бедняков хватает. Да, конечно, и русским не сладко. А мы, туркмены, и вовсе темные. Ничего-то мы не знаем. Что ты, сынок, делаешь? У нас и так в доме темно.
Глядите, как светло у нас. А еще знаете, я в Черджу увидел русский паровоз. А я и видел сам. Да. С мечеть величиной огонь в нем. Из железа сделан путь. Едет, дым пускает. Все дым пускает. Смотри. Страх какой. Держи, Алаяр. Да. А сверху у него вот такая труба. И он все дым пускает. Все пускает из нее дым. Да, чего на свете не бывает. На-ка, держи, отец. Это тебе. О, красивые какие. А это вот для тебя. О, как же так? Сапоги-то какие. Спасибо, сынок, спасибо. А что нового в базар ТП, отец? Жизнь идет так, как предначертал нам Аллах. Все идет, сынок, как обычно. У кого-то из людей свадьба, у кого-то дети рождаются, кто-то по воле Аллаха умирает. И радость, и горе. У Янгыл очень большое несчастье. Видно уж, у нее судьба такая. Что произошло? Мулла Лупула, ее муж, недавно умер. Давай сходим к Закиру с тобой. Его родных проведать. Сыночки мои, куда ж вы собрались на ночь глядя? Утром сходите? Не беспокойся, пускай идут. Идем. Погляди, какие сапоги. Молодец, сынок. Не плачь, любимая. Каким глупым я раньше был. Думал, что весь мир — это только наш базар ТП. Если б я знал, что можно жить по-другому. Не так, как мы живем. Ни за что бы тебя не отдал. Никому бы не отдал, любимая. Нам надо бежать. Слышишь? Надо бежать. Янгылджан. Замуж меня выдают. За Хамзу. Не бывать этому. Какой позор! Хамза, вставай скорее! Беда! Несчастье! Несчастье у нас случилось! Байрам! Невестка сбежала! Как теперь людям в глаза смотреть?
погоди. Бедная мама. Она не вынесет этого позора. Наше бегство, Ингел, это вовсе не позор, а спасение. Спасение и позор. За подобное бегство шариат велит предать женщину смерти. А я считаю, что за любовь нельзя казнить. Да, как было бы хорошо, если бы за любовь не убивали женщин. Не убивали. Так и будет, Ингел. Я знаю, что будет так. Ну, пойдем что-нибудь поедим. Какие нежные руки у тебя, любимый. Я не руками, а сердцем к тебе прикасаюсь. Бежим. Стойте! Стойте! Все равно догоним! Встань, свинья! Что было между вами? Прикоснулся ты к ней. Отвечай, подлец! Что между вами было? Что было? Отвечай! Подлая тварь! Не хочешь говорить, я тебя заставлю. Идем, шлюха! Привязывай!
Байрам ага, мы их догнали за кудитангом. Молодец. Дайте ему награду. Подлая шлюха. Привяжите. А ты сиди. Байрам Сопы, Аллах нам помог, спас от позора. Мы их за кудитангом поймали. До самого вечера гнались. Вовремя схватили нечестивцев проклятых. Это грязная тварь, племянница твоя. И ты покрываешь ее грех.